Как показывает статистика МЧС, в новогодние праздники возрастает число пожаров и прежде всего в жилом секторе. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, неисправные электроприборы, дымоходы и чрезмерное употребление алкоголя. В минувшие новогодние праздники в Татарстане произошло 142 пожара, в которых погибли 8 человек. По вине лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, произошло 17 пожаров, на которых погибло 8 человек и травмировано 10. То есть все погибшие находились в сильном алкогольном опьянении. Специалистов и жителей просят внимательно относиться к газовому оборудованию. С ним в этом году произошло 41 ЧП, погибли 9 человек. Возникновение таких печальных событий – это банально. Причина – элементарное несоблюдение правил эксплуатации газового оборудования, плюс плотно закрытые пластиковые окна и вентрешетки, отсутствие вентиляции фактически. Если стационарная система газоснабжения проверяет регулярно, то безопасная эксплуатация в быту емкости с сжиженным газом остается на совести их владельцев. С 19 декабря по 8 января в республике вводится особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение правил будут увеличены в 2 раза. Пиротехнику можно будет использовать только в специально отведенных местах. Во время новогодних праздников правоохранители особое внимание уделят елочным городкам. Для безопасности людей здесь обязательно должны быть ограждения, исправное освещение и видеонаблюдение. Также на массовых мероприятиях поручено организовать охрану и пропускной режим. Для осуществления проверки граждан во время пропуска на территории проведения мероприятий должны быть установлены КПП-шатры или временная конструкция навеса с металлодетекторами и столами для проведения осмотровых мероприятий. Привлечены работники частных охранных организаций или другие работники с заключением временных контрактов. Задача для здравоохранения – обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медучреждений. Если будет отмечаться рост уровня заболеваний COVID-19, свиного гриппа или ОРВИ, предлагаю Управлению Федеральной службы по надзору в связи с защитой прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан вводить дополнительные ограничения для того, чтобы избежать дополнительной нагрузки на медицинские учреждения. А уже в эти выходные в Татарстане снова ждут метель и в 3-й раз за последнее время ледяной дождь. Начиная с юго-западных районов снег, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман, днем метель и гололед. В воскресенье также плохие погодные условия, к сожалению, с сильными осадками в виде снега сначала, потом мокрого снега, потом ледяного дождя и даже дождя. Дорожникам, сетевикам и работникам коммунальных служб поручено держать ситуацию на контроле и оперативно устранять последствия возможных ЧП. Дмитрий Аяринин, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.